Добрый вечер, вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов, смотрите в выпуске. Весенний режим на 4 автозимниках Якутии с 5 апреля снизят грузоподъемность, о каких переправах идет речь. Коронавирус на спаде. Сегодня в Якутии вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер. 1 апреля – День птиц. Воспитанники и педагоги детсада «Сказка» в Нижнем Бестяхе провели акцию под названием «Птичья столовая». В Якутии планируют увеличить объемы жилищного строительства. Вопросы, связанные с возросшим спросом на жилье из-за дальневосточной ипотеки и других льготных программ и ростом цен, хотят решить с помощью комплексного развития территорий. К этой работе привлекут регионального оператора. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев. Он провел совещание по вопросам жилищного строительства в республике вместе с членами Кабинета министров и руководством Якутска. Глава республики рассмотрел возможности, появившиеся благодаря принятию федерального закона о комплексном развитии территорий. На 4 автозимниках Якутии с 5 апреля снизят грузоподъемность. Речь идет о дорогах Амга, Барагон, Умнас и Эджиген. Для обеспечения безопасности будет снижена грузоподъемность до 30 тонн на ледовом автозимнике через Лену в направлении Кангаласы-Соткинце. Ну а ограничение грузоподъемности до 20 тонн установят на следующих автодорогах: Амга на участке Устьма-Эльдикан, по Умнасу на участках Улуханан-Синск и Синск, границы Алекминского улуса, а на Эджиген на участках город Вилюйск, поселок Жиганский, на 3-м километре реки Вилюй, города Вилюйск. За минувшие сутки выявили 29 новых случаев коронавируса в Якутии, однако сегодня вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер. Таким образом, увеличивается допустимая загрузка зрительного зала до 75% в культурно-досуговых организациях. Кроме того, сокращены до 1,5 метров минимальные расстояния между столами в банкетных залах. Вместе с тем, требование об обязательной изоляции и сдаче анализа на коронавирус не распространяется на вахтовиков, если они уже переболели. Остальные ограничительные меры продлены до 30 апреля включительно. На территории республики остается и сохраняется масочный режим, необходимость проведения мероприятий и вообще и необходимость соблюдения социальной дистанции. Кроме того, для пожилых граждан и старше 65 лет, и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции, как для работающих, так и не для работающих. 31 марта принято постановление правительства 494, которое продлило срок действия временных правил по оформлению больничных листов до 1 мая 2021 года. Ольга Балабкина добавила, что после получения вакцины граждане старше 65 лет могут выйти на работу, при этом работодатель должен создать все условия для этого, подчеркнула замруководителя оперативного штаба. К другим новостям: в Якутии запустят пилотный проект по сопровождению людей с ментальными нарушениями. Его главная суть – помочь людям с особенностями развития стать более самостоятельными. Заказчиком выступает правительство региона, оператором госкорпорация Web.rf. Участвовать в этом пилотном проекте будут 30 человек, 18 из них планируют помогать на дому. Остальные начнут свою новую жизнь в центре сопровождаемого проживания, который в скором времени откроется в столице. Подробнее наш корреспондент Ульяна Шагина. Рада Бурман имеет особенности психического развития. С 2018 года живет в доме сопровождаемого проживания «Новая Охта» на севере Санкт-Петербурга. Намного мягче, намного лучше. Живешь одна в комнате, делаешь, что хочешь, организовывать разные там поездки. Вот это я сама не справлюсь, мне соработники помогают. Проект реализован по инициативе Ассоциации родителей детей-инвалидов ГАО-РД. В Санкт-Петербурге за 4 года построили уже 2 таких дома сопровождаемого проживания, где живут, общаются, трудятся и даже работают люди с ментальными особенностями. Теперь ГАО-РД с удовольствием готовы делиться опытом и с Якутией.
Хотя психоневрологические интернаты у нас сейчас развиваются, и в Якутии они там будут строиться по новым проектам, по улучшенным, но это все равно стационарное учреждение, которое подразумевает режим, дисциплину и так далее. Дом сопровождаемого проживания является домом, то есть таким же, как у нас с вами. Суть проекта одна, и она понятна. Люди с ментальными нарушениями не обязательно должны жить в психоневрологических интернатах, привязанные к общим правилам. Они могут быть самостоятельными, просто в этом им нужно немного помочь. В рамках пилотного проекта, реализуемого по инициативе госкорпорации ВЭП-РФ, 18 человек будут получать эту помощь у себя дома, 12 в центре сопровождаемого проживания. Большая часть таких людей не нуждается в реальных психоневрологических диспансерах или интернатах. Они на самом деле могут проживать в социуме. Самое главное, для человека с любыми способностями, с любыми исключениями, с любыми отклонениями важно качество жизни. Большинство таких людей могут серьезно улучшить качество своей жизни. В Якутске специализированный дом появится на Федора Попова. Точнее, помещение уже есть, осталось его только переоборудовать. Ну, это типичная комната, в которой будут проживать ментальные больные. Здесь туалет, ванная. Здесь будет находиться, во-первых, полностью оборудованная комната. В комнате должен быть стандартный набор: кровать, стол, стулья, обязательно шкаф. В новом доме будут все удобства для его жителей. Прачечные, кухня, мастерские, общий зал, а также комнаты для соцработников, которые всегда готовы прийти на помощь. В течение лета мы должны будем завершить все организационные вопросы, и к концу лета уже люди смогут, те непосредственно социальные бенефициары, которые будут определены для участия в проекте, они уже смогут заселиться и непосредственно уже получать саму услугу. В Якутии это не первый проект социального воздействия от ВЭП-РФ. Так уже себя показала социальная программа по повышению качества образования школьников. Теперь запустит второй проект. Если он приживется, опыт планируют распространить и в другие города, причем не только Якутии. Ульяна Шагина, Айтал Колесов, Якутск. Черкёхский и Тыккёльский музеи в Татинском районе посетил замруководителя Сибирского центра колокольного искусства, профессиональный звонарь из Новосибирска Александр Талашкин. Он детально изучил 15 колоколов, которые находятся в музеях района. Подробнее Жанна Бурмистрова. Застывшие до этого момента колокола в руках звонаря зазвучали звонкой песней на всю местность Хадаи. Алексей Талашкин специально приехал из Новосибирска, чтобы не только воочию посмотреть, но и изучить татинские колокола, которые собирали Сурном Лоном и его соратниками в течение полувека. Связь с Черкёхским музеем, которая поддерживается в течение 5 лет, сегодня переросла в эту экспедицию. В Тыккёльском музее Алексей Талашкин и Юлия Гейбель изучили 5 колоколов, 4 из которых привезены еще 20 лет назад из Черкёхского музея. Этот колокол очень высокого уровня литья, я считаю. Профессиональная работа скульптора видна, художника, литейщика. Очень красивый колокол и внешне, и голос его тоже такой легкий и густой, летящий, полетный. Этот колокол я такой вот с таким декором не видел ни разу. Эти колокола пока что как бы спят и ждут, когда придет звонарь и пробудит сам звон и эту историю. Этот колокол весом около 10 пудов отлит мастером Титовым в 1896 году специально для Тыккёльской Преображенской церкви. Алексей Талашкин предполагает, что отливка этого колокола связана с Ленско-Витимским пароходством. С помощью прибора они выявляют химический состав и сканируют 3D-изображение каждого колокола. Что мы видим, из чего состоит этот колокол? 78 почти процентов меди. Недовес существенный олова, вместо 20 – 12. Вот туда можно сказать теперь более уверенно, что это действительно колокол сибирского литья. Гости предложили обучить желающего из Таты на профессионального звонаря. Тогда, как они говорят, эта редкая коллекция колоколов Сибири заживет новой звонкой жизнью. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Татинский улус.
О погоде. В Якутске значительное потепление. Тем не менее, по словам синоптиков, в настоящий момент проходят фронтальные разделы, за которыми последует некоторое похолодание. Завтра в Ленском, Алекминском районах и 3 апреля в центральных районах. Температура ночью будет преобладать минус 20-25 градусов. В Вилюйских и Заречных районах температура понизится до минус 30-35 градусов. На северо-западе республики до минус 40 градусов. Дневная температура будет порядком от минус 8 до минус 13 градусов. На юго-западе, юге до нуля минус 5 градусов. И на севере до минус 20-25 градусов. Сегодня, 1 апреля, День птиц. В этот день воспитанники и педагоги детского сада «Сказка» в поселке Нижний Бестях провели акцию под названием «Птичья столовая». Репортаж Артура Старостина. Для создания эмоционально-положительного настроя детишек воспитатели с утра провели с ними беседу о птицах нашей Якутии. Каждую весну в этот день проводится мероприятие для детей дошкольного возраста с целью воспитать и привить уважение к экологической культуре. Выставка работ, рисование, аппликация. Дети очень много знают наших птиц. Дети уже имеют представление о перелетных птицах и среду их обитания. У меня вот эти семечки будут. Ласточка, или можно назвать воронок. И когда она летит, так кажется, что она арбалет, как стрела. А когда наступает весна, она обратно прилетает, и это значит, что наступила настоящая весна. Территория детского учреждения разукрашена картинками разных птиц. На деревьях развешаны различные самодельные скворечники. Стандартные деревянные, бумажные из лотка яиц, есть изготовленные из материала черепицы. Очень много птиц бывает. Воробей, снегирей в основном. Даже летом ласточки к нам прилетают. Оригинальные кормушки для пернатых были придуманы вместе с родителями. В нашей группе 33 детей. Мы с родителями совместно работаем. И каждый год изготавливаем из разного образцового материала разные кормушки, корма делаем. В этот день ребята узнали много интересного о том, какие пернатые друзья живут рядом с нами, а какие возвращаются весной из теплых краев. Дети рассказали стихотворения, пели песни о птицах и о весне. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Таковы новости. К этому часу корреспонденты НВК «Саха» и Якутии-24 следят за развитием событий. Смотрите нас и будьте всегда в курсе. Эфир на Якутии-24 продолжит программа «Якутия Лайв».